Нескончаемые очереди, как на концерт звезды, но это павильон Туркменистана на Экспо 2025. Он стал вирусной сенсацией всей выставки, теперь весь японский интернет гудит. Но что же внутри такого, что шокировало соцсети? По сообщениям в японском X, бывший Twitter, это одни из самых стабильных и заметных очередей на всей выставке в Осаке. И с каждым днем они становятся все длиннее. Очередь к павильону не исчезает ни утром, ни вечером, ни даже в будние дни. Японцы буквально завалили ленту восторженными отзывами. Павильон Туркменистана – наш личный фаворит. Пичмей Шек-Шек – это лучшее, что я ел на Экспо. В постах национальные угощения, чайники с национальными узорами, сладости, меню, сувениры. И все это вирусится и собирает тысячи ретвитов. Хвалят и еду, и атмосферу, особенно террасу. Оттуда открывается шикарный вид на вечернюю Осаку, шоу дронов и всю экспо-площадку. Многие отмечают, что просто зависают там ради вида, спокойствия и атмосферы. Также настоящим открытием стала чайхана на крыше павильона. Многие пишут, что впервые почувствовали тот самый восточный вайб и незабываемую атмосферу, что отчетливо читалось почти в каждой восторженной публикации японцев в соцсетях. А ночью павильон и вовсе выглядит как арт-объект. Световая проекция белого скакуна, архитектура, подсветка. Все это притягивает внимание даже на фоне масштабных соседей. Как из фантастического фильма, пишут в X, бывшем Twitter. И все это не случайность, а результат работы туркменской строительной и архитектурной компании Белли. Вместе с японскими коллегами они создали настоящую жемчужину Экспо. Даже не подозревая, что этот проект станет настоящим прорывом года и наведет столько шума в медиа и международном сообществе. К слову, это не только мнение интернета. По итогам японского телеканала ABC TV павильон Туркменистана вошел в тройку лучших на выставке. Он занял 3-е место сразу после Франции и Кувейта, обогнав при этом такие страны, как США и Австралия. Павильон также вошел в списки самых неожиданных фаворитов года по версии японских архитектурных порталов. А американский блогер Эрдап назвал его миражом в пустыне с характером и самым запоминающимся экспо-опытом.